Уйгурский турок-экспатриант, задержанный в Таиланде и долгое время содержавшийся в тюрьме, спасаясь от преследований Китая, скончался от болезни. Согласно полученной нами информации, 41-летний Митохтимит Курбан, родившийся в районе Кирьи, провинции Хатан, скончался в тайской тюрьме. Стало известно, что тайские мусульмане провели погребальную молитву в пятницу. По словам людей, знакомых с состоянием здоровья, Митохтимит Курбан долгое время страдал расстройством желудка, но так и не получил адекватного лечения и лекарств. Есть опасения по поводу судьбы 54 уйгуров, содержащихся в настоящее время в тайских тюрьмах. Политика ассимиляции Китая продолжается. Известный лингвист, профессор Арслан Абдулла, посвятивший жизнь уйгурскому тюркскому языку, был приговорен к 18 годам лишения свободы. По сообщению Крымского информационного агентства, профессор Арслан Абдулла отправлен в китайский концлагерь. Впервые в японской политике депутатом избрана уйгурская турчанка Арфия Эри из Восточного Туркестана. Известная как самый молодой кандидат от Либерально-демократической партии Японии, 33-летняя Эри занимает 5-е место в японской провинции Тиба в опросах, опубликованных 23 апреля. Арфия Эри начинала свою работу в Японской ассамблее. Эри также заняла 1-е место в округе, набрав более 47 тысяч голосов. В третий день праздника Ураза-Байрам Международный союз НПО Восточного Туркестана провел мероприятие для жителей Восточного Туркестана в зале османских бракосочетаний, расположенном в районе Кючук-Чекмендже в Стамбуле, с участием министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Праздничная программа началась с чтения Корана. Дети Восточного Туркестана читали стихи, а уйгурские художники Амир Кылыч и Харуниса Кылыч исполнили песню «Шануй Тюркия». Австралия объявила, что купит ракеты большой дальности против растущей китайской угрозы. Правительство объявило, что потратит $12 миллиардов на военные расходы в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете «Стратегический оборонный обзор» бывших министров обороны. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что эти стратегические шаги будут определять будущее Австралии, и подчеркнул: «Мы не будем ждать, пока будущее сформирует нас». В пятницу состоялся первый рейс нового авиамаршрута из города Сиань, провинции Шэньси на северо-западе Китая до столицы Казахстана Астаны. Это 4-й прямой пассажирский авиамаршрут, соединивший Сиань и города стран Центральной Азии после открытых в этом году рейсов Сиань-Алматы, Сиань-Бишкек и Сиань-Ташкент.